была такая задача. Мы же с вами в самом начале говорили, что психолог ищет. Почему человек так думает? Почему человек так поступает? Почему человек так чувствует? Вот на эти 3 вопроса должны были отвечать психологи. Поэтому они начали с первого, что начали. Разборка собственного Сознание. И в этом закопались вообще. Когда начали изучать сознание, оно оказалось очень сложным. Да? Сначала хотели его разделить. Препарировали. Да. Ощущение, восприятие, мышление, эмоция. И начали по кусочкам изучать. И думали, вот мы потом, когда все это по составной части изучим, и сразу нам станет ясно, что это такое, и потом мы скажем, почему он так поступает. Да? Почему он так думает. Да? Но эта надежда не сбылась. Да? Да. Оказалось, что так нельзя дать однозначный ответ, почему человек так думает, поступает и чувствует. Да? Это было недостаточно. Тогда появился Фрейд, и он сказал, все ваше сознание, подсознание, это вне сознания. Да? То, что вы делаете, думаете, это предопределено вашим подсознанием. Ваши поступки детерминированы, причина ваших поступков лежит бессознательно. Да? И мы реально взялись за бессознательное. Да? Очень сильно взялись, до сих пор мы этим занимаемся. Весь психоанализ, все психоаналитические теории сегодняшнего дня, там и сидят. Есть много хорошего, полезное, пригодное для практической работы. Мы видим, как чувствуем, где бессознание работает, да? И от Фрейда начали отпочковываться много направлений. Об этом тоже мы говорили, да? Чуть-чуть только говорили. Но это тоже не устраивало людей. В конце концов, вы копаетесь в этом бессознательно, дайте нам пирожки готовы. Мы не хотим копаться в вашем бессознании. Нам нужна конкретная рекомендация нашей жизни. Тогда нашлись люди, которые рекомендовали изучить поведение человека. Да? Биохевристы пошли. Вот, ваше бессознательное, все это чепуха. Мы можем объяснить, если мы объясним поведение человека, хорошо будем изучать, почему поступает, тогда вы получите результат. Да? Обнадеживали нас? Вот и он появился, поведенческая психотерапия, бихевиоризм, да? Наука о поведении. Когнитивно-поведенческая. Ну, там уже от этого отпочковываются дальше когнитивные дела. А в самом деле это поведение. Через поведение можно установить общие закономерности, потом давать нам рекомендации, как жить. Да? Но надежда не сбылась. Опять. Многие вещи с позиции биохевиоральной философии мы не могли объяснить. Оказывается, человеческое поведение настолько сложно объяснить одним только стимул, реакция, ответ. И это невозможно, кажется, объяснить. И опять оказался психология не очень хорошем положении. Начали дальше углубляться и думать, умные люди сказали, поведение это другое. И тогда появилась гуманистическая психология. Самое последнее, это называется третья сила психологии, которая изучает вообще
человека в целом, в том числе они объясняют поведение человека своим оригинальным, можно сказать, со своей точки зрения. Что они говорят? Я стараюсь очень упростить это дело. Они говорят, люди сами делают свою судьбу, да? Они творцы своей судьбы, они пишут сценарий. Лучше всего изучать саму сущность человека и его потребности. Тут на свет появляется, на сцену появляется Абрахам Маслов, да? Основатель, можно сказать. Ну, отцом, можно сказать, или объединяющий всех гуманистов Абрахам Маслов. Теория потребностей. Нам становится очень хорошо. Если по пирамиде посмотреть, самые низкие потребности, да, голод, жажда, физиологические необходимые, да, когда это все выполняется, у нас идет другая потребность, да, безопасность, группа, да, сплочение, да. Потом, оказывается, мы не только хотим кушать, мы хотим еще познать, да? Выбираем, что кушать. Так же, по вкусу. Если бы мы руководствовались тем, что забить желудок и все, да? Нас это не устраивает. Общество потребителей, вот сегодняшнее общество, это называется общество потребителей, да? Пищи стало достаточно много, да? И уже выбор пошел, да? А экзистенциальная или же вот гуманистическая психология говорит, человек теперь думает, что кушать, у него есть выбор, да? Выбор – это и есть сущность человека, они так считают. Я так думаю, действительно, может, это совпадает. Да? Подумайте. Вы же не всякую пищу будете, да? Потом вегетарианская пища, другая пища, вы начинаете выбирать. У нас появляется выбор. Да? А выбор всегда есть. Не только пища. Вообще в любой ситуации у человека есть выбор. И гуманисты считают, ты ответственен за свой выбор. Выбором отвечай. Подумайте над этим.